Подробно о работе второй международной конференции «Возобновляемая энергетика в изолированных системах Дальнего Востока России» смотрите в сюжете Виталия Абрамова прямо сейчас. В рамках конференции на площади Дружбы работает специализированная выставка, на которой представлены новейшие разработки в области возобновляемых источников энергии. Это и ветряные мельницы, и солнечные электростанции. Сегодня якутские компании активно осваивают эту отрасль. Одной из интересных разработок является модульная котельная, работающая на отработанном моторном масле. Вот этот котел экологичнее тем, что масло проходит систему очистки и дымовые газы получаются экологичными, не вредные для экологии. Если ветряные станции только появляются, то солнечные электростанции работают уже давно. 4 солнечные станции у нас работают с 2011 года в 4 населенных пунктах. Да. И вот за это время, правда, мощность пока небольшая, там 90 киловатт. И за это время выработали около 100 тысяч киловатт-часов и сэкономили около 40 тонн дизельного топлива. Ну, немного, но, как говорится, начинать надо, так сказать, с небольшого. Выставку посетил временно исполняющий обязанности главы республики. Егора Борисова особо заинтересовала парковка для автомобилей с электрообогревом. Вот тентом даже мы закрываем, да, чтобы тепло не ходило, чтобы меньше электроэнергии потребляет. Мы себя тоже очень так что я не знаю, что минус 50 стоят. Мы зимовали в этом году. Открывая конференцию, Борисов отметил, что Якутия является одним из самых перспективных для реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. По его словам, предыдущая конференция, которая также проходила в Якутске, послужила катализатором для серии проектов сотрудничества между регионами Дальнего Востока. Правительство Республики Саха-Якутия поддерживает развитие альтернативных источников питания. В первую очередь это касается использования солнечной энергии и ветроэнергетики. К примеру, солнечные электростанции ОАО «Саха-Энерго», установленные в Кобяйском, Аймаконском, Верхоянском, Мелякунском, Улусах, успешно прошли испытания холодом. Представители дальневосточного региона отмечали, что одним из наиболее проблемных вопросов является именно изолированность энергосистем, наличие большого количества локальных источников генерации, что приводит к существенным затратам на выработку электроэнергии. Но в то же время они ставят Якутию в пример другим регионам страны. Якутия, я думаю, не то что будет, а уже является неким локомотивом для Дальнего Востока, но, может быть, даже и для всей России с точки зрения развития возобновляемой энергетики. В международной конференции принимают участие более 300 делегатов из 12 стран мира. В течение 2 дней участники конференции обсудят варианты и возможности внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе от передовых технологий до законодательного регулирования отрасли. Виталий Абрамов, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.